Сколько лет прошло со дня Победы, сколько мирных и счастливых лет. Благодарны вам за то, отцы и деды, что сказали вы фашистам нет. Благодарны вам за то, что отстояли вы отчизну дорогой ценой, чтоб улыбки у детей сияли, вы на смерть шли, жертвуя собой. Война обрушилась не только на взрослых, но и на детей. Теми же бомбежками, голодом, холодом, страхом, шелестом похоронок, разлуками. Война бесцеремонно вторглась в их детство. Свидетелем тех страшных событий стала татарчик Валентина Ивановна, 1938 года рождения, из деревни Юровичи Дятловского района. Будучи трехлетним ребенком, и сегодня ее память цепко хранит события тех военных лет. Как война ворвалась в их мирную жизнь, как появились немцы, как они жили в годы оккупации. Сегодня у нас есть уникальная возможность послушать ее рассказы. Як почалася війна, мені було 3,5 роки. Я добре пам'ятаю, як прийшла мама у хату і говорить, усі люди побігуть у Жорновку. Пойдемо і ми. Що там хто їй казав, не знаю, нас за мене і за руку повела. До Жорновки було кілометрів 3. Это за Лёскою, эта Жорновка называлась лес. И бегла мама, взявши меня на руки, добегли до жита. І чувати було самоліт. Я сьогодні чую гул і треск тих самолітів. Вони летіли з Бреста, куди вони в направленні були. І мама положила мене в этом житі, а сама лягла не наверх. Сколько мы там пробыли, я не знаю, но я уже не помню, як мы назад ворочалися. Больше уже у Жорновку там никто у той лес никто не побег, все оставались по домах. Усіх мужчин забрали на фронт. У вёсцы остались только старые, дети, ну и можно сказать, и мамы, наши мамы. Еще было такое, что я помню, что мы ховались в окопах. Окоп был такий викопаний перед війною, було одиноличество. І у кожної жінки була, як називали лєжка, загон это, льону. І цей льон треба було, з цього льону одягалися, ткали, прали, і треба було його потерти. І в цей окоп викопували, можно сказать, человек, может, 10 господаров. И он был длинный, ну, метров 4, ширине его 2. Клали еще жертки, на эти жертки клався лен. И там унизу распаливали огонь, сушився этот лен. Ну, война началась, називали же окоп, цей окоп остався нам для сховища. Нас туди було много, і діти, і старі, і у тому окопі ми і часто ховалися. Ну, він був не то, що в началі Льоска, там пару хатів було, він там за гумнами, він і був окоп. Ось таке моє дитинство було, ми нічого не знали, ні. Я сьогодні гляджу на внуків, і печені, і конфети, і шоколадки, усе. А ми этого нічого не бачили. Наше покоління, ми діти. Ну, як кончилася війна, Бог його знає, я ж дітям вже була.
Было единоличество. Робили господарку, землю обробляли. Надо было помогать родителям. И полоть, и копать, усё дети помогали робить. Не то, як теперь, что выходит легкое житье. А ще был у меня дедушка, жил с нами. У нас была великая семья. И дедушку взяли в обоз. И он возил немцам. Немцы нарабовали там живёлы этой, что еще там были, много было, целый воз овечки, еще была привязана корова. И там сколько там милиционеров, и дедушку возил на Липичанскую пущу. А там вообще война шла, там на Липичанской пуще людей сгоняли с домов, и там их полили, били, потому что знали, что там партизаны их живут. Дедушки не было 3 дня. Плакали, переживали, что и он не вернется. Но через 3 дня вернулся, и он сказал, что выходит, выгрузили это все. И они сказали, и теперь дед есть. Я, конечно, немцы уже в Бресте воевали. Тут уже передали, что будет война, что немцы будут еще забирать. Люди кололи, свинья резали, скотину, все это закапали в землю, потому что боялись, что они будут забирать. Оно же забирали, так этим и прожилось, что кто зарезал и закопал, и это откопывали, и это жилось. Жили. Жильцо было вельми тяжкое, что и сказать. Не дай. Зачем была эта война? Зачем эти жертвы? Возможно, за тем, чтобы такое никогда не повторялось на земле. Чтобы люди помнили, какой ценой достигается мир, и берегли его всеми силами. Мы должны помнить и знать о войне, передавать эти рассказы из поколения в поколение. Ведь наша память – это душа, жизнь, опыт, который оплачен слишком дорогой ценой, ценой миллионов погибших. Мы обязаны жизнью тем, кто воевал, и наш долг передать память о них нашим потомкам. Сейчас Валентине Ивановне 87 лет. У нее большая дружная семья. Это человек, который в детстве пережил войну, ощутил ее по-своему, совсем не по-детски. Ну а нам остается лишь пожелать Валентине Ивановне крепкого здоровья, долгих лет жизни и мирного неба над головой.